Все произошло вечером 5 августа в Сунжинской районной больнице. В 17 часов мама мальчика Фариза Евлоева доставила его с повышенной температурой в детское отделение. Однако своевременную помощь ребенку так и не оказали. Об этом она напишет позднее в обращении к главе региона. Состояние больного ухудшалось. В результате через несколько часов уже в реанимации сердце Альберта Хамхоева остановилось. В ходе диалога с Юнусбеком Евкуровым заведующая отделением Любовь Олигова рассказала, что в этот момент собиралась по уважительной причине уйти с работы на час раньше. Поэтому направила маму с ребенком к дежурному врачу Мадине Измайловой. При этом здоровью мальчика тогда ничего не угрожало. В коридоре подошла ко мне мама. Мама мне говорит: у меня ангина, вы мне не посмотрите? Я говорю: мамочки, вы ляжете, вы будете ложиться? Она говорит: нет, я ложиться не буду. Вы бы мне посмотрели бы. Я говорю: вы знаете, у нас в консультации сидит доктор. Если вы ложиться не будете, вы, пожалуйста, пойдите в консультацию. У главы республики возник вполне резонный вопрос, на основании чего врач решает, уложить ребенка в больницу или нет, не проверив при этом состояние мальчика. Не вы будете ложиться или вы не будете ложиться. Я так понимаю, проходит обследование ребенка или больного. Вы приносите решение, ложиться надо человеку или отпускать его надо. Я так понимаю. Вы ребенка еще не посмотрели, вы говорите, вы будете ложиться? А если он говорит, что я буду ложиться, потом что? Конечно, я смотрю и кладу ребенка в стационар. Так или иначе потеряно драгоценное время. И, возможно, в случае оперативных действий медицинского персонала трагедии удалось бы избежать. В итоге из-за простой халатности врач поставила под угрозу доверие не только к себе, но и к другим. Тем более за ее плечами не 1 год работы. Не может хороший врач так поступить. Что такое врач? С детства мы помним. 3 часа ночи врач идет. Багиет, ахштая, боштая. 3 часа ночи подняли врача, врач всегда идет. 10 километров идет, 5 километров идет, но идет помочь больному. Всегда так было. А здесь что получается? Привозят, отфутболивают. Это не первый случай. Глава региона отметил, что для врачей создаются самые лучшие условия, строятся новые корпуса с современным оборудованием, да и зарплата поднимается. Однако сознание медицинского работника от этого не меняется. Жители раз за разом сталкиваются с грубым отношением врачей, которое порой переходит в откровенное хамство. Хотя лечение, по сути, начинается с доброго слова. Даже если родители сами виноваты, у людей горе, найдите какие-то слова. Иди отсюда, закрой дверь. Сама виновата. Что за отношение такое? Посмотрите, мы сейчас по опросу населения. Люди же не столько жалуются на качество, сколько на ваше хамство. Отсутствие элементарной дисциплины приводит к печальным последствиям. С нарушением установленного режима столкнулся и сам Юнусбек Евкуров в ходе посещения детского отделения. Так, вместо положенного по графику тихого часа, здесь был настоящий час пик. По территории больницы прогуливали не только сами больные, но и просто посетители. Кто-то подумает, при чем здесь пропускной режим тихий час и умерший ребенок? Так это и есть цепочка, которая к этому ведет постоянно. К этому же все идет. Потому что у вас врач, который должен сидеть от сих до сих на своем рабочем месте, он не сидит на месте. Может, вы ему дали волю. Может, больной, который должен лечиться, у него должен быть жесткий больничный режим. Министр здравоохранения Мариам Арабханова подвела итоги предварительной служебной проверки. За халатное отношение к служебным обязанностям и недооценку состояния ребенка от занимаемых должностей освобождены заместитель главного врача Мариам Магушкова, педиатр Любовь Олигова, участковый врач Мадина Измайлова. По факту гибели ребенка следственными органами республики возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств смерти ребенка. Хусян Гагиев, Ахмед Парчиев, Юнус Цичоев. Новости 24.